Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 5 ноября, и вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Человечество, зачем-то пройдя столь долгий эволюционный путь от пещеры до ипотеки, с некоторых пор начало активно возмущаться тем, что благо цивилизации обходится ему достаточно дорого. О тарифах на газ наш сегодняшний эфир. Разговор серьезный, поскольку многие жители Якутии недоумевают, с чего бы это вдруг в республике, где добывается природный газ, цена на него, на первый взгляд, относительно высока. Итак, по порядку. Тариф на газ формируют три крупные составляющие. Во-первых, затраты на добычу. Во-вторых, затраты на магистральный трубопровод. Эти две составляющие дают оптовую цену на газ. В-третьих, затраты на распределительные сети низкого давления до и внутри населенных пунктов. Из этих трех слагаемых уже получается конечная, розничная цена на газ. Это, так сказать, факторы прямого действия. Может, есть еще какие-то? Надо говорить вообще о том, что республика уникальный регион, да. Мы находим, во-первых, это наша климатическая составляющая, да, сезонность выполнения работ. Техника летом, допустим, тонет в болотах и нет возможности прокладывать газопровод, поэтому дожидается определенного периода, когда все замерзает. При совсем низких температурах техника просто не работает, да. Конечно, все это в условиях у нас здесь на севере, во-первых, дорого. Даже ту же трубу, да, мы здесь должны откуда-то привезти на территорию республики. Но при этом нужно понимать, что даже проложенные вот эти вот за миллионы, миллиарды рублей газопроводы, построенные сети и так далее, обустроенные скважины, стоит еще труд людей, которые все это обслуживают, которые получают заработную плату, северные надбавки, ездят отпуска, да, северные, которые тоже предприятия оплачивают. В экономике, как и в жизни, вообще все компенсаторно. И да, мы платим за обслуживание опасных производственных объектов. Да, это по нормативу надо смотреть за крановыми узлами, узлами регулирования, узлами приема запуска очистных устройств. Надо совершать регулярные облеты на вертолете, а территория ого-го какая. А еще надо понимать, что на цену существенно влияют объемы потребления голубого топлива. Вообще-то объемы потребления оказывают главное влияние на тарифы. Это не такие большие объемы, при этом понимая, что мы тратим сотни миллионов, протянув трубу за сотни километров, где на конечный потребитель берет объем потребления на 100 рублей, то этот объект, конечно, не скоро окупится. Поэтому создание промышленных потребителей, да, потребителей в промышленных объемах на территории республики, конечно, очень актуально для того, чтобы нам была возможность снизить затраты в общем потреблении, да, снизить затраты на эксплуатацию и содержание. Пропускная способность трубы нам позволяет доставить в хороших объемах потребителям этот газ, но потребителей нет. Когда они появятся, мы сможем снизить себестоимость. В том числе это, я думаю, коснется и населения, будут снижены тарифы для них. И параллельно мы получим деньги для развития газотранспортной системы в другие регионы нашей республики, где люди ждут этого. Да, я хочу добавить, что мы единственный субъект Российской Федерации, который утверждает цены на газ в различии для городов и для сел. Делается это давно, это как бы уже исторически сложившийся факт такого разделения. И продиктован он, конечно, целью социальной защиты сельчан, потому что понятно, что у них доходы намного ниже, чем в городских поселениях. Поэтому это будет сохраняться и в будущем. А какая организация вообще формирует тарифы на газ? Хочу сказать самое главное. Да, тарифы на газ утверждаем не мы, не субъект Российской Федерации, а раньше утверждала Федеральная служба по тарифам, а сейчас будет утверждать Федеральная антимонопольная служба. То есть они добычу, магистральный транспорт, распредсети и конечную цену полностью они утверждают. Потом эту конечную цену делят по группам потребления. Там считается, допустим, первая группа, чем больше потребления, тем ниже газ. Цена на газ, да, и чем меньше потребления, тем больше цена на газ. И вот так вот делят, и последняя группа – это население. И нам дается право только вот эту вот последнюю группу цены делить там на пищеприготовление, на отопление, на город и на село.
Все. Вот, кстати, важный вопрос. Какие объекты, начатые ранее, планируется закончить в ближайшей перспективе? У нас, вот, допустим, в этом году газ дошел до Чурапчинского улуса. В дальнейшем планируется мы его довести до Итекеля. Это как бы работа, ну, не ближайших там 2-3 лет, но, скажем, в ближайшие 5-летки, да, будет выполнена. На 2016 год мы планируем, что газ, ну, будет газификация у нас сел Беке, Сола-Марук, Сола-Мельжикси, Тарат, Мегино-Кангаласского улуса. Кроме того, мы сейчас строим магистральный газопровод в сторону Горного улуса. Он придет в Асаму. Основной упор, конечно, сделан на безопасность. Вот есть проблемы, допустим, по Намцам, износ газопровода практически там, ну, существенный. Поэтому строится вторая нить газопровода. Там подрядчиком работает Учур фирма. И как по плану, это в 2016 году должны строительство вот этой второй нитки и строительство АГРС станции 2 должны закончиться. Итак, мы разобрались в макрофакторах, влияющих на газовые тарифы, а также выяснили промышленные перспективы программы газификации районов республики. Следующая часть – сравнительная. Из 50 независимых государств Европы Россия занимает 33-е почетное место в рейтинге внутренней стоимости газа. Это данные за первое полугодие 2015 года. Скажите, пожалуйста, а как соотносятся тарифы на газ в Якутии и средние по России? У нас цена, оптовая цена от ЕТЭКа, да, ЕТЭКа с магистральным транспортом составляет 2912 рублей. Допустим, на Камчатке это 5400, в Приморье это 4300, на Сахалине 4000, в Москве 3400, в Санкт-Петербурге 3300. У нас 2900. Ну, есть и ниже, конечно, да, но я считаю, что у нас оптовая цена на газ, несмотря на такое большое расстояние магистрального газопровода, да, тем не менее она нормальная. Теперь сравним средние цены для населения, которые утверждает Федеральная антимонопольная служба. Тарифы, которые вы видите на экране, приведены за 1000 кубометров. Дороже всего газовое счастье обойдется на Камчатке – 6287 рублей. В Москве чуть дешевле – 6040 рублей. В Хабаровском крае тепло и сытно будет за 5418 рублей. Жители Республики Саха-Якутия заплатят за 1000 кубов 3871 рубль. А чтобы было понятно населению, да, вот нам доводит ФАС вот такую цену, и теперь мы ее начинаем утверждать, значит, на город, на село, на пищеприготовление и на отопление. Утверждаем мы в кубах цену тоже на 1000 кубов, да, но для удобства вот мы сделали таблички, где видно, что для пищеприготовления, допустим, у нас цена повыше для города, а для села она находится где-то в середине. А вот на отопление, учитывая наши суровые климатические условия, мы на отопление даем цену ниже. Вот, допустим, она ниже, чем в Алтае, в Хабаровском крае, в Сахалине, Санкт-Петербурге. В среднем по Российской Федерации 46 рублей на квадратный метр, если то у нас 37 в городе и 29 в селе. Вот такое вот соотношение. То есть я считаю, что у нас цены на газ являются одними из самых низких для населения. Антонина Борисовна, а какие семьи имеют возможность и право обратиться за получением адресной субсидии? За получением адресной субсидии в республике могут обратиться абсолютно все семьи, независимо от того, откуда они получают отопление, включая даже тех, кто топится дровами, газом, углем, там, сами заготавливают дрова, сами носят ведрами даже воду, да, в деревнях, и включая тех, кто проживает и в центральном отоплении, в благоустроенном доме, в частном доме. Единственный критерий здесь – это уровень доходов населения. То есть ваши расходы на все жилищно-коммунальные услуги не должны превышать 15% от доходов. Выйдем на минуту за рамки газовых цен. Федеральное законодательство не позволяет устанавливать льготные тарифы за счет одних потребителей другим. Перекрестное субсидирование сейчас категорически запрещено. Льготы действуют только при выделении бюджетных средств. Эту субсидию получают организации, которые поставляют тепло, воду, канализацию. Им предоставляется эта субсидия в виде разницы тарифов. То есть мы утверждаем два тарифа – экономически обоснованный и льготный для населения. И вот эта разница составляет уже 18 миллиардов на сегодня. Это очень большая нагрузка на бюджет.
Помимо этого, есть еще вот адресная субсидия, которая выделяется из бюджета, ее размер где-то 1,5 миллиарда. То есть всего субсидий получается в этой сфере вот около 20 миллиардов. Антонина Борисовна, а каковы прогнозные ставки на тарифы на газ на 2016 год? Ну, прогнозная цена на газ на будущий год утверждена, на самом деле, да, уже доведена. Это не выше 2%, не выше 2% для населения, да. Но это в целом для системы «Газпрома», для большой системы. А учитывая то, что мы локальная система, там, ну, маловероятно, но может быть и какая-то другая цифра, немножко, допустим, отличающаяся от этой. Прогноз небольшой на следующий год рост. А если говорить о датах, то с какого момента можно ожидать изменения тарифов? Да, очень хороший вопрос насчет дат, да? Мы уже давно перешли на то, что цены у нас повышаются не ранее 1 июля. То есть и в следующем году цены на все регулируемые виды услуг в сфере ЖКХ, там, газа, да, будут повышаться с 1 июля. Но все решения, которые вступают в силу с 1 июля, мы должны принять до Нового года. При этом надо учитывать, что население, да, жилищно-коммунальные компании иногда задерживают, скажем, с оплатой. Это, ну, и за уголь платят очень плохо, да, там, и за газ в том числе. И предприятие вот эти нагрузки несет в себе и не отключает потребителей, да, а вынуждено брать кредиты для того, чтобы как-то доставлять голубое топливо до этих объектов, чтобы люди не замерзли. У нас здесь таких нет, скажем, возможности взять и отключить, да, это, ну, в наших условиях это неприемлемо, и руководители, конечно, это понимают, и поэтому газ доходит в нужных объемах. Развитие газоснабжения в Якутии, газификация населенных пунктов, обеспечение сбалансированной тарифной политики для республики – это в большей степени социальные проекты. Поэтому и выделяются 18 миллиардов рублей в год, благодаря которым наши платежи за вообще жилищно-коммунальные услуги практически самые низкие на Дальнем Востоке, но ниже только в Еврейской автономной области. А мы их платим? Вот так. Газ доходит и всегда будет доходить до потребителей в нужном объеме. И, наверное, это справедливо, хотя бы потому, что недра по Конституции принадлежат народу. Впрочем, это уже другой вопрос. А сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. В следующий понедельник, 9 ноября, в прямом эфире поговорим о ситуации на рынке труда в республике. И вы также сможете принять участие в этой беседе. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.